Лов рыбы в озере осуществляется с конца 19-го – начала 20-х веков. На первых порах неорганизованный, любительский, а затем регулируемый государством. До вселения в озеро новых видов рыб с целью улучшения состава промысла. Основными составляющими уловов были чебак, чебачок, карп, маринка и голый осман. 90% в уловах приходилось на чебачка как наиболее массового вида. Для распределения нагрузки по всему озеру мелководная зона озера была поделена на 40 рыболовецких участков. Однако основной пресс эксплуатации пришелся на Тюбский и Рыбачинский заливы. В конце 19 века из озера Иссык-Куль добывалось от 174 до 1000 центнеров рыбы в год. В 1931 году был организован Иссык-Кульский рыбокомбинат в селе Григорьевка, что способствовало повышению ежегодных уловов, которые к 1960 году достигли 12 тысяч центнеров в год. Орудиями лова служили и служат ставные сети с различной мерой ячей, неводы, мордушки, а для проходных рыб – верши, ставные сети на подходах к местам нереста. В советское время промышленный лов рыбы осуществлялся и контролировался управлением рыбного хозяйства. Из озера Иссык-Куль добывалось свыше 12 тысяч центнеров рыбы, 500 тонн выращивалось в прудовых хозяйствах и на водоемах Охотрыболовсоюза. В озере Иссык-Куль промыслом изымали следующие виды рыб – сазан, карп, лещ, линь, чебак, чебачок, иссык-кульская маринка, иссык-кульский голый осман, иссык-кульская форель. Последняя была по рекомендации Берга интродуцирована в Иссык-Куль из озера Севан в 1930 и 1936 годах. Этот вид приобрел в новом месте обитания некоторые отличия от севанской форели и был в 1956 году описан как новый подвид. На озере Иссык-Куль в советское время проводились широкомасштабные работы по интродукции беспозвоночных и рыб с целью превращения его в сигово-форелевый водоем. Начиная с 1956 года в озеро были интродуцированы следующие виды рыб: радужная форель, сик-лудога, пеледь, байкальский омуль, линь, самаркандская храмуля, восточный лещ, серебряный карась, судак. Вместе с ценными видами рыб в Иссык-Куль попали случайные вселенцы – полосатая быстрянка, амурский чебачок, пятнистый голец и леотрис. Многие вселенцы, такие как байкальский омуль, самаркандская храмуля, не нашли подходящих условий для естественного воспроизводства. Другие, напротив, успешно размножаются в озере. К последним относится судак, который освоил все опресненные участки озера – Тюбский и Джергаланский заливы, предустьевые участки рек и нанес существенный ущерб сугубо мирному комплексу рыб Иссык-Куля. Для поддержания численности ценных промысловых видов рыб в 1956 году на южном берегу озера Иссык-Куль, в устье реки Тон, был построен рыборазводный завод, на котором инкубировалось до 14 миллионов икринок форели гигаркуни. Это позволило сформировать промысловое стадо форели и организовать ее лов. Несколько позже, в конце 60-х годов, был пущен в эксплуатацию еще один рыборазводный завод в городе Пржевальске, на котором осуществлялось искусственное разведение форелей, сига и голого османа. Эти меры позволили поддержать численность ценных с точки зрения человека видов рыб, призванных облагородить ихтиофауну озера Иссык-Куль и составлявших основу промысла на Иссык-Куле. В середине 80-х годов прошлого века в шведском садке на Иссык-Куле выращивалась радужная форель, которая стала третьим хищником, успешно прижившимся в озере и внесшим свой вклад в снижение численности других промысловых и непромысловых видов рыб. В последние 10 лет численность промысловых рыб в Иссык-Куле заметно сократилась вследствие прекращения искусственного воспроизводства из-за остановки работ на рыборазводных заводах. Последние были приватизированы, переданы в частные руки и большей частью разрушены. Воспроизводство многих акклиматизированных и эндемичных видов рыб в естественных условиях не в состоянии поддерживать их высокую численность. Другой причиной сокращения численности промысловых и других видов рыб является браконьерство – бич рыбной промышленности, а также строительство гидросооружений и ирригационной сети, загрязнение водоемов отходами промышленных, рекреационных и коммунально-бытовых предприятий. В советский период только на Иссык-Куле в рыбном промысле было занято около 300 человек, 122 лодки, 8638 сетей. А в настоящее время, как показали исследования, число людей, занимающихся рыбным промыслом, значительно выросло. Увеличилось и число выставляемых сетей. Основу промысла на Иссык-Куле составлял и составляет малоценный вид – иссык-кульская селедочка или чебачок. А в результате непродуманного, а иногда хищнического лова шло закономерное снижение уловов рыбы, которое началось во второй половине 70-х годов прошлого века, когда численность судака и форели были наибольшими. Уже к этому времени голый осман и маринка попали в разряд прочие, так как их уловы стали незначительными.
В 1986 году был объявлен запрет на лов иссыкульского голого османа, но это не привело к положительным результатам, и численность этого иссыкульского эндемика неуклонно снижается. К 2003 году была запрещена добыча сига и форели. По имеющимся данным, в 1941-1945 годах такие виды, как иссыкульская маринка, иссыкульский голый осман и сазан, давали 360 центнеров в год. Но уже в 1962 году эти показатели стали резко падать, и в 1972 году их выловили всего лишь 62 центнера. Возможно, это было связано с селением хищных видов рыб и с наплывом отдыхающих, для реализации которым рыбаки утаивали эти виды рыб, и таким образом они не попадали в поле зрения статистики. Субъективной причиной стала также неправильная организация лова разных видов рыб на промысловых участках. Выставлялись крупноячейные сети для облегчения выборки рыб, что послужило причиной перелова и подрыва запасов крупнотелых, но долгорастущих видов маринки и османа. Кроме того, свою роль сыграли болезни и паразиты, завезенные с акклиматизантами. А в настоящее время из озера Иссык-Куль вылавливается лишь 1000 центнеров рыбы в год. Из них 45 приходится, как и раньше, на чебачка. Сейчас рыбным промыслом на Иссык-Куле занимаются две группы рыбаков. Формальные, официально зарегистрированные субъекты, занимающиеся разрешенным выловом рыбы, и неформальные, которых в свою очередь также можно подразделить на две группы – активные рыбаки-браконьеры и пассивные рыбаки-любители. Последние годы из-за большого развитого, можно сказать, браконьерства рыбы в озере становится все меньше и меньше, и будущему поколению даже будет трудно увидеть через несколько лет, что какие-то виды рыб существовали в озере Иссык-Куль. Сегодня состояние озера Иссык-Куль – это плачевным состоянием. Рыбники республики, чтобы сохранить как-то основные виды рыб в озере Иссык-Куль, добились моратория. Этот мораторий на сегодняшний день, можно сказать, в нужном направлении еще не работает. Потому что браконьерство как было, так и по сегодняшний день существует и развивается, можно сказать. Поэтому, что мораторий идет в нужном русле, очень трудно. Сегодня, чтобы этот мораторий работал, нам много новый велосипед придумывать тоже не надо, мне кажется. Основная беда в том, что в связи с рыночной экономикой очень большое количество рыболовных сетей у нас заводится в республику. В первую очередь надо запретить этот завоз китайских сетей, который заводится браконьерами. Эти сети еще двойной вред приносят нам. Во-первых, с этими сетями вылавливается рыбу всех размеров. Во-вторых, в этих сетях имеется еще свинец, который считается грузом. А свинец, сами знаете, очень вредно действует. Если просто перекинуть тысячами тонн, может сегодня и находится свинец. Это с экологической точки зрения тоже очень опасно для озера Иссык-Куль, считаемый. Основную часть неформальных рыбаков последние 10 лет составляют браконьеры, хорошо оснащенные плавсредствами, орудиями лова и другой техникой – машинами, мобильными телефонами, биноклями и так далее. Это обеспечивает им мобильность и возможность работать запрещенными методами, без соблюдения режима и правил рыболовства. Основой их деятельности является получение прибыли от рыбной ловли, в личных целях и для личного обогащения. Число таких рыбаков при Иссык-Куле колеблется от 500 до 1500, а их улов в среднем составляет 10-50 килограммов в день. Если исходить из того, что 100 таких рыбаков в день вылавливают 100 килограммов рыбы и ловят ее 100 дней в году, то их улов составит 250 тонн. То есть они изымают рыбной продукции гораздо больше, чем формальные рыбаки. Мы находимся на 39-м рыбопромысловом участке озера Иссык-Куль. Сейчас идет время нереста иссык-кульского чебака, но несмотря на нерест рыбы, здесь беспощадно уничтожается нерестующая рыба всеми браконьерами. Сейчас, несмотря на введение моратория с 2008 года, на озере Иссык-Куль находится под охраной 3 ведомств. Это Госагентство охраны окружающей среды, биосферной территории Иссык-Куль и департамент рыбного хозяйства. Рыбаки-любители, по нашим наблюдениям, выходят на лов рыбы в количестве не более 100 человек в день, 1-2 раза в неделю, а их уловы в среднем не превышают 3-4 килограммов, что составляет в год около 10 тонн.
А в общей сложности неформальные рыбаки добывают около 260 тонн рыбы в год, тогда как официальная статистика приводит гораздо меньшие показатели. По официальным данным, порядка 500 000 человек проживают в непосредственной близости от озера Иссык-Куль. Экономика приозерной зоны преимущественно аграрного характера, с разведением домашних животных, птицы, культивированием зерновых и косточковых, выступающих важными составляющими ведения хозяйства. В отчетах указывается, что регион очень бедный, хотя фактических цифр по местному доходу на душу населения нет. Трудоустроиться проблематично, и большая часть населения ведет жизнь наполовину связанную с выживанием. Соответственно, любой источник дохода или пропитания важен, что привело к увеличению нелегального рыболовства на озере и в бассейне озера Иссык-Куль. Правоохранительные меры неэффективны и более чем непрозрачны в отношении рыболовов, не имеющих разрешения на отлов. Недавнее обследование домашних хозяйств показало серьезное свидетельство того, что многие из тех, кто занимается рыболовством, прекратили бы это, будь у них иная альтернатива для заработка. В Иссык-Куле существует две группы рыбаков – потомственные, то есть те, кто занимаются рыбалкой из поколения в поколение, и новички. У рыбаков-старожилов долгая историческая и культурная причастность к отрасли, и они знают о проблемах и трудностях, в то время как последние в основном заинтересованы лишь в зарабатывании быстрых денег. Это те лица, которые оставили бы отрасль, если бы они могли найти более легкие и выгодные возможности для заработка. Я работал раньше в Гослове рыбаком, а сейчас в лесхозе работаю лесником. Я раньше, когда работал, тогда нормально было влов. При нересте рыбу не ловили. Именно при нересте не разрешается рыбу ловить. Сезон заканчивался 1 апреля уже на нерест. Чебак на нерест выходит в 39-й участок. А сейчас, видите, охраняют, а безрезультатно. Быстро ширится туризм, хотя еще и не на том уровне, что имелся во времена СССР. И хотя туризм обеспечивает определенную занятость, он также формирует повышенный спрос на рыбную продукцию, которая популярна у туристов. А чебак и чебачок – это самые популярные виды рыбы у туристов. Вся вылавливаемая браконьерами рыба перерабатывается в домашних условиях, где не соблюдаются технологии производства, поэтому качество конечного продукта не соответствует требованиям стандарта. Реализуется эта продукция на местных рынках, а зачастую в антисанитарных условиях. Часть рыбной продукции кустарного производства вывозится для реализации в города Бишкек и Алматы. Официальные рыбаки реализуют рыбную продукцию через сеть магазинов. В последние годы ловля всех видов рыбы на Иссык-Куле заметно сократилась за счет комбинации чрезмерной ловли рыбы, так называемого перелова, сильного хищничества со стороны двух вселенных видов рыб и прекращения зарыбления в озере молодью эндемичной рыбы из питомников. Два эндемичных вида, маринка и голый осман, рассматриваются как виды, которым неминуемо грозит исчезновение, и они занесены в Красную книгу Кыргызской республики. В то время как два других эндемичных вида, чебак и чебачок, как правило, вылавливаемые в коммерческих целях, подвергаются сильнейшему давлению. Неконтролируемое рыболовство сейчас является главной проблемой, от решения которой зависит судьба эндемичных видов рыб Иссык-Куля, да и вообще будущее биосферного здоровья озера. Продолжение следует.